Для меня никогда не слабо брать интервью ни у кого. Ну что, сука, предательница, сейчас будешь все мне рассказывать. Для меня Наталья Поклонская – это символ предательства. У меня есть цель – докопаться до истины. Те, кто сейчас там критикуют, это несостоятельные, несостоявшиеся люди. Мухи завистливые, которые сами ни черта не сделали. Я вам задам вопрос. А вы смотрели 3 часа интервью с Поклонской? Я должна сказать, что мы во вторник делали программу, приглашали вас на нее. Понимаю, что у вас не получилось, но мы и в эфире говорили, что хотим и готовы предоставить слово Дмитрию Гордону. Мы спрашивали разных экспертов, в том числе в нашем эфире прокурор автономной прокуратуры Крыма, который базируется на материке, сказал, что они будут использовать это интервью для дел, да, поэтому будут расшифровывать эти тексты, это такие важные моменты. Так что я думаю, важно для нашей аудитории, что вы ответите на несколько вопросов. Ну, во-первых, вопрос такой, как все-таки вы рассказали уже немного, как удалось с Натальей Поклонской выйти на связь, точнее, даже она с вами вышла на связь. Да, собственно, можете коротко вот рассказать все-таки, кто позвонил от нее и как вы, быстро ли вы согласились? У меня было интервью с Александром Невзоровым, в котором мы обсуждали Наталью Поклонскую. И она написала, по-моему, у себя в Инстаграме, мне переслали это мои подписчики, у меня более 2 миллионов подписчиков на 2 YouTube-каналах, и Инстаграм, и Фейсбук, и мне переслали ее слова о том, что вот 2 мужчины обсуждали женщину, а вот Дмитрий Гордон брал интервью у Александра Невзорова, а у меня типа слабо взять интервью, чтобы я сказала, что я думаю по этому поводу. Для меня никогда не слабо брать интервью ни у кого. Я имею в виду только тех людей, которые меня интересуют. Наталья Поклонская, безусловно, интересна, потому что она является непосредственным участником и свидетелем русской весны, так называемой, когда состоялась аннексия Крыма и российская агрессия пошла дальше на Донбасс. Есть ключевые участники этих событий, чьи свидетельства и показания являются, безусловно, важными для Украины, для того, чтобы осознать, что с нами произошло той весной 2014 года. Поэтому я сразу же подписался на Инстаграм Натальи Поклонской и обратился к ней прямо в Инстаграме. Наталья Владимировна, это Дмитрий Гордон. Я готов сделать с вами интервью. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Через общего товарища, значит, мне позвонил товарищ, сказал, что ему позвонил его товарищ, которому позвонила Наталья Поклонская, они как-то общаются, и она хочет позвонить мне напрямую. Я дал телефон, она позвонила и сказала, что она готова на интервью. При условии, если не будет сделано никаких купюр, и если это интервью будет полностью показано без купюр. Я гарантировал показ интервью без купюр, что я и сделал, я никогда не нарушаю своего слова. Интервью было показано полностью. Вы говорили о том, что ничего не отрезали из этого, не вырезали из этого интервью. Скажите, были ли все-таки такие моменты, потому что вы неоднократно рассказывали, что некоторые гости просят что-то все-таки убрать потом. Просила ли что-то убрать Наталья Поклонская? Ни одной просьбы от Натальи Поклонской не исходило. Она не просила меня убрать ничего. Никакого давления с ее стороны или просьб с ее стороны, ничего не было. Она абсолютно корректно себя вела. Скажите еще, что все-таки нового вы узнали о событиях так называемой Крымской весны, да, раз вы считаете, что это такая важная, что она вот такая важная персона в этом деле, может быть, несколькими откровениями поделитесь? Для меня Наталья Поклонская – это символ предательства. Предательство, которое в 2014 году стало мощным, массированным таким. Я никогда не ожидал, что такое количество государственных чиновников, руководителей высочайшего ранга, вплоть до командующего флотом, предадут Украину. Никогда не мог представить себе, предположить, что в Украине существует такая мощная российская пятая колонна. И, конечно, мне было интересно, первое, как происходила аннексия Крыма. Второе, как эта хрупкая девушка, миловидная хрупкая девушка, которая работала в Киеве в Генеральной прокуратуре на то время, как она оказалась в Крыму и как она стала
прокурором, так называемым, Крыма. Я получил ответы на эти вопросы. Оказывается, что назначение делал кадровый офицер, высокопоставленный офицер ГРУ, Герой России Белавинцев, ГРУ России. Там очень много ответов на важнейшие вопросы, и, конечно, там очень много работы для наших следственных органов и спецслужб, потому что там анатомия предательства и анатомия аннексии Крыма. Дмитрий, именно эту мотивацию вы рассказали, да, о том, что вы пообщались с Натальей Поклонской для того, чтобы помочь украинским правоохранительным органам. Это ваша мотивация внутренняя или это ваша договоренность с кем-то? И такая мотивация у вас возникла еще до интервью с Поклонской или все-таки после, когда критика пошла на вас? Моя мотивация написать современный живой учебник истории. Это моя главная мотивация. Моя мотивация противопоставить лживым учебникам истории, по которым учатся наши дети, историю, которая создана на основании свидетельств, свидетелей и очевидцев. Наталья Поклонская – ценнейший, важнейший свидетель и очевидец аннексии Крыма. И интервью журналист, это что касается критики теперь, волен брать у кого хочет и когда хочет. И мне не указ никто, кроме меня самого и моей совести. CNN, американское агентство, брало интервью у Усамы бен Ладена. Это нормально. Ангела Меркель и и Макрон садятся за стол переговоров с Путиным, подают ему руку и вежливо улыбаются друг другу. У них есть интересы своих стран. Но часть критики была еще не столько из-за того, что вы поговорили с Натальей Поклонской, а столь из-за того, что она за 3 часа интервью, особенно в первом часе, кто там дальше не досмотрел, да, то очень много как раз пропагандистских штампов, которые она высказывала. Вот, кстати, она в Инстаграме написала пост о том, как довольна, что правда наконец прозвучала. Да, вот поэтому именно эти моменты, да, что она говорила про переворот в Украине, как она говорила о Майдане, вот эти моменты достаточно сильно смутили и украинских политиков, и украинских журналистов. В то же время я слушала ваше интервью на телеканале «Украина-24», вы говорили, что вот Порошенко к вам боится идти, потому что понимает, что это будет для него непростое интервью. Почему, например, с Порошенко вы готовы не просто говорить, да, там конкретно серьезные вопросы, острые ему задавать, а с Натальей Поклонской все-таки такой мягкий разговор получился? Я вам задам вопрос. А вы смотрели 3 часа интервью с Поклонской? Да, поверьте, смотрела, и потом еще дополнительно некоторые фрагменты, да. Если вы смотрели, в отличие от многих других, которые высказываются не глядя, то вы должны были увидеть, что вопросы были, да, многие задавались с улыбкой, но вопросы были очень жесткие. Были, и вопросы были направлены на то, чтобы докопаться до истины. Вы знаете, у каждого свой стиль. Журналист, который хочет докопаться до истины и установить правду, он идет к этой цели разными путями. Если бы я начал интервью с Натальей Поклонской с того, ну что, сука, предательница, сейчас будешь все мне рассказывать, на этом оно бы закончилось. Я бы не узнал ничего. У меня есть свои способы, свои методы. После одного из вопросов Наталья Поклонская сказала, по-моему, там так было, я как на допросе. Да, она вас похвалила за это, что вам можно в прокуратуре работать. Да, поэтому те, кто сейчас там критикуют, это несостоятельные, несостоявшиеся люди. То есть мне даже лень с ними полемизировать. Такие мухи завистливые, которые сами ни черта не сделали, только критикуют чужую работу. Идите работайте сами, делайте. А в чем они меня хотят обвинить? Что я сделал интервью с Поклонской? Это несостоявшееся, несостоятельное обвинение. Что я не давил на нее, не бил ее через экран, не плюнул ей в изображение. Ну, это тоже глупость. Я повторяю, у меня есть цель докопаться до истины и зафиксировать, что произошло с нашей страной в 2014 году. И поэтому я делаю интервью с разными людьми, с теми, кто хочет прийти. Я не скрываю же, что Украина пережила мощное предательство со стороны высших и высочайших государственных чиновников.
И Поклонская, между прочим, не в первом ряду. В первом ряду те, кто руководили Украиной, среди которых было немало агентов КГБ, СССР, ГРУ Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации. Вот же о чем надо говорить. И эти люди продолжают оставаться в высших слоях атмосферы и сегодня. И это они поднимают крик сегодня. Потому что во время перестройки архивы КГБ жгли те, кто не хотели, чтобы их фамилии остались в этих архивах. Поэтому я спокойно отношусь к критике, нормально. Критикуйте меня, нет проблем. Только посмотрите все интервью и сделайте правильные выводы. Дмитрий, вы также за 3 часа интервью по-разному называли Крым. Вы говорили, что сначала вы говорили, что Крым присоединила Россия, потом оккупировала, аннексировала. Все это звучало. Да, все-таки какая ваша формулировка, которой вы пользуетесь ежедневно? Все-таки это было для того, чтобы расположить Поклонскую, как вы Нет, говорите? нет, нет. Там один раз проскочило слово «присоединила», я посмотрел. Присоединила, ну, я имел в виду, конечно, злодейски присоединила. Это понятно. Крым абсолютно аннексированная незаконным способом территория. Крым украден у Украины при попустительстве украинских властей, повторяю, среди которых было немало российской агентуры. Это тщательно спланированная спецоперация, в результате которой Крым был наглым, зверским образом отнят у Украины, России. Вот, поэтому тут все тоже однозначно. Как вы думаете, это интервью показали бы без монтажа в эфире, например, «Россия-24»? Нет, вы что? Нет, конечно. Россия... слушайте, нет, «Россия-24» – это идеологический пропагандистский канал, а YouTube-канал мой один и второй – это территория свободы, где можно говорить, где можно полемизировать. Нет, конечно, это исключено. Скажите, вот Наталья Поклонская рассказала о том, что она дает вам интервью, находясь в Симферополе. Если бы не коронавирус, если бы не карантин, и она пригласила бы вас приехать в Крым или в какой-то из городов соседней России, то вы бы поехали? Мы обсуждали с ней вопрос, где... Она говорит, давайте вживую встречаться, приезжайте в Москву. А я сказал, не могу в Москву приехать. Я с 2014 года, с января, когда брал там последнее интервью, крайнее, хочется сказать, я не был в России. И я не представляю, как я могу появиться в России или в оккупированном Крыму, пока не будет восстановлена историческая справедливость и пока не Россия отдаст то, что украла. Поэтому это исключено, и мы решили делать интервью по скайпу. Вы проанонсировали недавно, что, в общем, это еще ягодки, интервью с Поклонской, что ожидает зрителя какое-то интервью прям вообще, да, что, можете ли вы приоткрыть занавес, и потому что есть догадки, я вам скажу сразу, среди журналистов, что вот Аксенов наверняка Дмитрию Гордону интервью даст, вот такие договоренности где-то присутствуют? Вы знаете, я повторяю, беру интервью у тех, кто мне интересен. Вот тут фотожабы были там, Гиви, Моторола дают интервью Гордону, Захарченко и так далее. Мне не интересны, если бы они были живы, ни Гиви, ни Моторола. Они мне понятны абсолютно. Мне не интересен был бы Захарченко. Мне не интересны ныне живущие Плотницкий, там, Пушилин. Это совершенно прогнозируемые, неинтересные персонажи, которые не представляют даже для истории никакого интереса. Аксенов, нет, тоже, ну, абсолютно понятная фигура. Константинова я хорошо знаю, например, председателя Верховного Совета Крыма, многолетнего еще при Украине. Он мне должен несколько миллионов долларов, поэтому у нас есть история отношений, я его знаю очень хорошо. Ну, это аферисты, это, как говорил Паниковский, жалкие ничтожные личности. Интереса нет. Но интервью с рядом людей, которые я представлю вскоре, да, интервью с Натальей Поклонской окажется ягодками. Это будут даже не цветочки, это будут бомбы, которые разорвутся, и просто украинское информационное и российское информационное пространство взорвут. Это я обещаю сделать буквально, ну,
очень вскоре. Очень вскоре. Будет ли среди этих людей кто-то из Крыма или кто-то из так называемых героев так называемой Крымской весны? Дальше я не буду говорить ничего, потому что все анонсы имеют, в общем-то, предел. Я могу сказать, что это будет невероятная история. И последний вопрос. Вот Наталья Поклонская заявила, что она хотела бы быть вот послом, не против стать послом России в Украине. Как вы относитесь к такой идее? Это невозможно. Наталья Поклонская находится в розыске Украины, и против нее возбуждены уголовные дела в Украине по предательству. Поэтому Украина никогда не выдаст ей агриман на то, чтобы она могла быть послом России в Украине. Кроме того, я думаю, что будет не согласна Россия с этим, потому что в России отношение к Наталье Поклонской очень сдержанное. Мне вообще эта история представляется очень просто. Я понял суть этой истории после интервью с Натальей Поклонской. Она случайно оказалась в месте, где принимались решения, приглянулась россиянам, они сделали из нее символ аннексии, а потом, использовав, бросили. И сейчас в ее словах наверняка вы прочитали тоску по лучшему времени, которое она провела в Украине. Я думаю, она все поняла уже про Россию, что это страна ни свободы, ни демократии, страна, где правит диктатура путинская. И я думаю, что она это поняла. Я думаю, что она тоскует по временам, когда она была нормальным человеком в Украине демократической. Она скучает и по Киеву, и по свободам, которые у нас есть. Поэтому ни Украина не примет назначение, возможно, Поклонской послом в Украину, ни Россия никогда не назначит ее послом. Я думаю, что она заблудилась, запуталась. Я и задал этот вопрос, кстати. Заблудилась и запуталась, и очень раскаивается, мне кажется, в том, что стала предателем своей страны.